Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, хау-мадуттар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас в гостях необычный гость, да, извините за тавтологию, Иван Куленко, блогер, журналист и сторонник Уральской Республики. В первую очередь меня волнует именно это, именно поэтому я его пригласил к нам на эфир, чтобы поговорить об Уральской Республике, о взаимоотношениях вообще Башкортостана и будущей Уральской Республики. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Иван, вы, как сторонник Уральской Республики, прекрасно, наверное, понимаете, что эта тема, она в России опасная. То есть, соответственно, вы находитесь вне России, наверное, да, когда говорите? Где вы проживаете? Да, я живу в Финляндии уже 2 с небольшим года, живу здесь, учусь в гимназии, ну и мне еще осталось год учиться, и потом я уже иду в университет. Угу. Как жизнь в Финляндии? Нравится? Да, кардинально отличается от того, что в России. И здесь очень заботятся о людях, государство заботится о людях. Здесь никогда никто никого не оставляет на улице. И система образования очень хорошо развита, здравоохранение тоже на совершенно другом уровне. То есть, ну и вообще, в принципе, менталитет людей, он на другом уровне, я бы так сказал. Ну вот, как раз тогда переходя к нашей теме, вы как сторонник Уральской Республики, я правильно понимаю, вы в Челябинской области? Да, я сам из Челябинска. С самого Челябинска? Да. Да. Обычно Уральская Республика всегда ассоциировалась со Свердловской областью. И у ней была история, да, возникновения Челябинской области, мы помним, Уральской Республики, точнее, была история возникновения в 93-м году, да. И почему вы тоже как бы сторонник именно Уральской Республики, именно с Челябинской, со взгляда Челябинска. Вот, а вы как-то все это вместе видите? Вообще, начнем с того, какой вы видите будущую Уральскую Республику, в каких границах? Да, ну, я начну с того, что была, конечно, основная Уральская Республика, про которую знают все. Это Екатеринбург, Свердловская область и, в принципе, все вот в этих границах. Но была еще и так называемая Южноуральская республика. Ну, то есть это был всего лишь проект. И Уральская республика, и Южноуральская республика. Это был проект автономии. И если мы говорим о Свердловской области, то это был Эдуард Россель, политик екатеринбургский, который, собственно говоря, всю эту идею и предложил основной власти в Москве. Но так получилось по некоторым причинам, основная из которых это имперская война захватническая в Ичкерии. Ну, собственно, из-за этого всего эту идею просто отложили в долгий ящик и по итогу так ее и не реализовали. Вот. Касаемо границ, конечно, я думаю, что вариантов очень много разных, потому что я вполне могу представить, что после гипотетически развала России эти все границы, они могут сформироваться новое государство могут сформировать, они могут быть более большими, более маленькими. То есть, опять же, я не исключаю того, что может быть там Южноуральская республика, Уральская республика, либо это может все объединиться в одно государство. Но для меня на самом деле это не так важно, это не самое главное, потому что я еще и либертарианец, то есть таких правых экономических идей, и для меня самое главное это то, чтобы все это произошло максимально гладко, то есть весь процесс распада и, конечно, на самом Урале и у наших соседей, потому что есть огромный действительно риск возникновения каких-то конфликтов, есть риск, к сожалению, того, что ко власти придут социалисты или еще какие-то более опасные радикальные движения. И для того, чтобы этого избежать, то есть тут самое главное думать еще и о идее, и о строении государства.
Потому что основная идея Уральской республики, она как раз-таки была в том, чтобы противостоять социалистам и коммунистам, которые в 90-х годах, к сожалению, до сих пор, они были тогда сильны, до сих пор сильны, и они диктовали свои условия. В большинстве, я бы сказал, регионов России ко власти пришли именно пришла вот эта бывшая партийная номенклатура, которая пыталась регулировать экономику своих регионов и, более того, мешала другим регионам развиваться. Так как Россия, как федерация, была задумана как государство, которое гарантирует автономию своим регионам, республикам, то для Урала было очень важно получить статус республиканский, статус автономии, потому что по тогдашней конституции, по крайней мере по конституции, созданной и принятой Ельцином, тогда республика имела намного больше прав, нежели обыкновенный регион. В том числе, кстати говоря, и условное право на отделение, которое есть везде, и, скажем, в Соединенных Штатах формально оно есть. Вот, поэтому, конечно, сложно сказать, произошло бы это отделение или не произошло тогда, но если бы Урал получил статус республиканский, то это решило бы уже очень много проблем наших. Но, насколько я знаю, вообще идея Уральской республики, она идет еще с начала 20 века, еще после развала Российской империи были такие проекты. Это раз. А во-вторых, если переходить к Уральской республике 93 года, Эдуарда Росселя, он не ставил цели действительно о каком-то выходе, он просто хотел повысить статус, скажем, своего региона, Свердловской области, до статуса республик. Да, здесь я согласен полностью с вами. Но в то же время я знаю, что был подписан какой-то союз между регионами от Урала. Там Челябинская область была, по-моему, там Курганская область была, о создании общего какого-то уральского такого союза. И, соответственно, почему я спросил по границам будущей Уральской республики. То есть, вообще, если, скажем так, отцы-основатели Уральской республики вышли оттуда, со Свердловской области, то вы примыкаете, получается, к этой идее, или вы все-таки хотите сформировать свою отдельную южноуральскую, республику? Для вас, то есть без разницы, вы можете и объединиться со Свердловской областью, и можете отдельно. Правильно я понял? Или только отдельно? Да, все правильно. Да, вы поняли все верно. То есть для нас, для меня лично абсолютно не важно, если кто-то согласится объединиться, например, с Южным Уралом, Свердловская область, или они захотят все-таки строить свое государство. И, к сожалению, мы еще не знаем, кто будет у власти, то есть какие могут возникнуть разногласия между региональными этими элитами, которые правят в обеих областях, в обоих регионах, потому что, к сожалению, такое может возникнуть, и более того, сейчас оно возникает очень активно. Наверное, ярче всего это видно на примере Чеченской Республики и Рамзана Кадырова, который может выдвигать просто какие-то бешеные требования к Путину, этой основной власти в Москве. Но при этом эти разногласия, они есть и в обыкновенных регионах, и в других республиках. Это было видно очень хорошо, например, в Хабаровском крае, где люди вышли на протесты. Это было фактически такое начало, индикатор начала распада России, который уже начался в тот момент. И почему началась эта война в Украине? Для того, чтобы Путин смог создать мобилизационную кампанию внутри российского государства и удержать его вместе как единое целое. Поэтому уж как произойдет, так произойдет. То есть процесс может пойти по-разному, на это могут влиять очень многие факторы. Но для меня, конечно, самое важное это то, чтобы мы хотя бы в какой-то части республик, регионов смогли построить хорошую стабильную экономику, обеспечить хороший уровень жизни людей. И для меня было бы очень приятно видеть Урал как единое государство, безусловно, где, например, у каждой области была бы своя автономия.
Ну, что-то по типу федеративного государства, да, или конфедерации, да, Уральской республики. Угу. Да, Хорошо, я думаю, это вполне может быть. хорошо, но вообще, какое политическое устройство вы видите Уральской республики? Это будет парламентская Конечно, республика, это будет президентская республика. Э, Что это будет? Вот, ну вот уже как бы вы сказали о том, что это будет в вашем понимании, вы хотели бы видеть ее федерацией или конфедерацией. мгм. А, да, ну, на самом деле федерация или конфедерация это всего лишь один из возможных вариантов развития событий, потому что мне очень нравится та система, которая, например, вот здесь в Финляндии или в Польше, например, или в странах Балтии, где однопалатный парламент. То есть, опять же, чем меньше чиновников, тем лучше, как я считаю. То есть нам стоит, конечно, бороться с бюрократией, но во всех федерациях, в Соединенных Штатах, например, тоже, там система двухпалатного парламента. То есть там основной парламент и Сенат, Совет Федерации, то есть вторая палата, которая просто одобряет законы, принятые Нижней палатой. Вот, в принципе, такой и тот вариант развития событий, он возможен. И я думаю в любом случае, что смотря на наш национальный состав, смотря там на язык, на общую религию, например, ну, вряд ли там возникнут какие-то проблемы между народами, между людьми. Все-таки эти проблемы, они возникнут скорее, если они возникнут, между региональными властями. Вот. И как мы их будем разрешать, это нужно будет смотреть уже по ситуации чисто. Мгм. Хорошо. Насколько вот я знаю, что я сам с Урала, да, сам с Башкортостана, кстати, служил в Свердловской области на аэропорт Кольцово. И вот мне интересно вот что. Я знаю, что Урал вообще сам по себе очень богатый регион, соответственно, я знаю, что и Свердловская область, она промышленно богатая, и Челябинская область то же самое, и природные запасы очень большие. Соответственно, у меня нет никаких сомнений, что если это будет отдельно независимое государство, то оно проживет прекрасно без Москвы. Какое вообще отношение у уральцев к Москве? Мы знаем, что есть лозунг «Хватит кормить Москву», есть, скажем, отношение москвичей ко всем жителям других регионов презрительное. То же самое и жители других регионов высказывают к москвичам. То есть их не любят. Вот. Ну, у нас в армии, допустим, москвичей не очень любили. Какое отношение у уральцев к москвичам? И к Москве вообще? Добавлю, вот, да, считают ли они его каким-то вот слишком узурпировавший власть каким-то городом, да, который там сосет все соки, который вот, ну, метрополия самая настоящая. Является ли Урал колонией? Считают ли это уральцы вообще так? Видят ли они такую вот на сегодняшний день действительность? Да, ну, например, моего круга общения, который у меня был до того, как я уехал, даже смотря по своим родственникам, знакомым, я могу сказать, что на уровне обывательском, конечно, такое отношение есть. Конечно, все говорят о том, что все прекрасно осознают, признают тот факт, что Москва это не Россия. Вот. И я думаю, и не только на Урале, но и в национальных республиках, и в других регионах прекрасно все об этом знают, что в Москве абсолютно другой уровень жизни, там другие зарплаты, особенно в пределах МКАДа. То есть, конечно, на уровне обывательском, на уровне таких вот разговоров за кухонным столом такое отношение есть, безусловно. Но здесь стоит понимать, что в России еще ведется массивная пропагандистская кампания, и ей подвержены больше всего даже не национальные республики, не жители национальных республик, а именно люди вот, русские, русскоязычные, так как именно они это основная группа вот этой пропаганды. И, конечно, на обывательском уровне вроде бы какое-то есть презрительное отношение, но его очень сильно выбивает пропаганда. То есть, конечно, уральцы в большинстве своем, кто живет в Челябинской, Свердловской, в Оренбургской областях, это русские люди, говорящие на русском языке, как на родном, христиане, то есть исповедующие православие.
И у них, конечно, они считают эту Москву своим центром, чем-то, к чему нужно стремиться, и тем городом, куда бы они в случае, например, неудачи, они бы могли уехать туда, найти себе там работу. Вот, ну, в общем, в Москву очень многие путешествуют тоже оттуда и очень хотят того, чтобы и у нас уровень жизни был таким же, как в столице. Вот, я бы так сказал. Но исходя тогда из этих слов о том, что уральцы чувствуют себя общим единым народом с теми же самыми москвичами или там новгородцами, да, нижегородцами, питерцами, то есть получается, что очень сложно будет, скажем так, проталкивать идею, внедрять в массы людей о независимости Уральской республики. Вы считаете, что Уральская республика в будущем должна быть обязательно независимой, или вы смотрите на и как вариант, что это будет какая-то там конфедерация там, или федерация, обновленная федерация, вот как предлагают те же самые сегодняшние, там, я их называю псевдолибералами, да, ну так назовем их, которые говорят о прекрасной России будущего. Вот как здесь. Много ли сторонников независимости Уральской республики? Или все-таки это как бы такой маргинальный проект? Числа очень варьируются, но, например, тот же Екатеринбург, он очень известен своей свободолюбивостью, я бы так сказал, потому что там есть Ельцин-центр, и, конечно, Ельцин был далеко не самым лучшим президентом из-за его действий, но все же какие-то такие послабления, то есть само вот это время, когда можно было открыто критиковать его по телевизору, когда было вот это шоу «Куклы», все его очень хорошо помнят, и, например, по уровню поддержки войны в Украине, ну, Урал особенно не отличается какими-то высокими числами, и, наверное, и поэтому тоже там очень высокая пропаганда, вот эти зетки, то есть там стараются действительно выслужиться перед Москвой, перед основной властью, вешают все вот эти плакаты, рекламы, стараются как-то показать свою приверженность чиновники, но народ, я думаю, что когда такая возможность будет, они, конечно, за нее ухватятся. И я хотел бы тут напомнить тоже, что страны Балтии, они ведь по сути изначально независимости не требовали. Там получилось как? Они требовали хозрасчета. То есть там была такая ситуация, что эти страны, они всегда были зажиточные, благодаря по большей части, конечно, своему населению, своему труду, и они решили потребовать от Москвы возмещения этого самого ущерба. Вот. Но о независимости открыто пока там никто не заявлял в 90-м, 91-м году. Но, конечно, в 91-м году ситуация повернулась уже так, что какой-либо другой вариант развития событий, он был невозможен. Поэтому здесь это просто вопрос времени, когда Россия распадется на много разных государств, и эта вероятность, она достаточно высокая, скажем, в ближайшие 10 лет точно. То есть очень высокая вероятность. Но, скорее всего, Россию могут сохранить только в том случае, если ее оккупируют в результате какой-то очередной захватнической войны, ну, будь то опять, если Путин пойдет на Украину, на Казахстан, может быть, даже на Финляндию. То есть, в любом случае, возможен такой вариант развития событий для создания, опять же, вот этой мобилизационной кампании, для своей поддержки, для удержания власти. И тогда Россия может быть оккупирована как Германия и разделена, например, там, на 2 части, на 3 части, и потом ее решат опять объединить и сделать из нее действительно такой вот, ну, именно уже под контролем европейцев, каких-то внешних сил, государства со многими государствами внутри, автономными. Но такая вероятность довольно-таки низка, по моему мнению. То есть все, что может сохранить Россию, это если она будет только оккупирована и если внешние силы так решат. Но если она не будет оккупирована, то велика действительно вероятность того, что многие республики, многие бывшие регионы, скажем так, они получат свою полную независимость.
Ну, я здесь немножко не согласен по поводу Балтийских республик, потому что в чем не согласен? Дело в том, что что бы они там не говорили в конце 80-х годов, там, да, вот не говоря, я согласен здесь, что тогда невозможно было еще говорить о независимости, но независимость сидела у них в мозгах. У каждого балтийца, у каждого литовца, эстонца или латыша в мозгах сидела независимость. Они все, скажем так, просто не говорили это, а так они все понимали и хотели независимости. Поэтому, когда предоставилась такая возможность, они первые об этом и заявили. То есть это говорит о чем? О том, что идею независимости нужно уже сейчас проталкивать в массы, заражать этой идеей. Ну, допустим, в Башкортостане сейчас это очень активно распространяется, очень хорошо заходит в массы идеи о независимости. Ну, согласен, что нам проще. Мы все-таки чувствуем себя отдельным народом, со своей историей, историей взаимоотношений с Москвой вообще. Вот. Ну, тогда, если перейдем и к взаимоотношениям башкир и соседей. Я думаю, что, наверное, Иван, вы не будете спорить о том, что территория Челябинской области, части Свердловской области, Курганской области, все это когда-то были башкирские земли. И башкиры там коренной народ, и топонимика практически вся башкирская, название рек, озер там и так далее. Да. Вот, и башкиры до сих пор живут в Челябинской области достаточно много, достаточно компактно. На сегодняшний момент это самый большой, наверное, регион после Башкортостана, где живет много башкир, что-то около 150 тысяч человек. Вот. Какими вы видите взаимоотношения башкирской, будущего независимого государства, и Уральской республики? Я, наверное, начну с простых людей, с взаимоотношений народа с народом, то есть жителей Урала, русскоязычных, да, и башкир. Здесь я бы сказал, что между народами вряд ли будет какая-то сильная перепалка, гражданская война. Скорее всего, если что-то такое и будет, если будут какие-то вообще разногласия, это будет, скорее всего, между региональными властями, элитами, которые останутся и которые получат всю власть сразу же в свои руки в результате мгновенного вот этого процесса распада. Если мы будем говорить уже о дальнейших перспективах отношений, сотрудничества, я думаю, что отношения можно построить вполне себе неплохо. У Челябинской области, например, есть внешняя граница с Казахстаном, то есть идет товарооборот, обмен очень активный, деньги движутся очень активно. Это очень помогает развитию, например, экономики Казахстана. И я думаю, что Уральская республика могла бы стать первым государством, которое признает, скажем, независимость Башкортостана и остальных своих соседей. Вот. Поэтому абсолютно никаких препятствий для хороших взаимоотношений я не вижу. И, например, для того населения, которое там проживает, конечно, мы опять же можем гарантировать автономию, как, например, Молдова гарантировала ее для гагаузов. То есть Молдова сама по себе не является федеративным государством, насколько я знаю, то есть это Республика Молдова она называется, но при этом для гагаузов, тоже, кстати говоря, тюркский народ, они дали автономию. Ну да, у нас там башкиры компактно проживают в Аргаяшском и Кунашакском районах, двух районах. Очень компактно проживают, и численность населения там превышает, больше 50% там башкир проживает. По поводу автономии, конечно, это хорошо, согласен, потому что мы очень, скажем, остро относимся вообще к проблемам аргаяшцев, проблемам башкир, которые там проживают в этих двух районах. И когда у нас была первая Башкирская республика времен Заки-Валиди, то есть когда распалась Российская империя, тогда это были кантоны. Аргаяшский кантон, он входил в состав Башкирской республики, просто он был анклавом. Вот. И долгое время он входил, потом просто уже когда мы подписали соглашение с советами, и там буквально там
еще где-то около 5 или 6 лет он входил в состав все равно как бы Башкирской республики, будучи анклавом, но потом он все-таки как бы уже отошел к Челябинской области. Вот еще у нас вопрос есть у башкир. Вот я же сказал, что это как бы, да, земли башкир раньше были, и это вот эти фантомные боли башкир. Есть горячие головы, которые говорят о том, что вот нам надо возвращать все эти земли. Я им все время как бы пытаюсь объяснить, что невозможно вернуть эти земли на сегодняшний момент. Почему? Потому что, да, мы как бы мы говорим, что да, это башкирские земли, но на сегодняшний момент получилось так, что там живет огромное количество русского населения. И русского населения там очень много. И как возвращать, каким способом возвращать, что делать с этим русским населением? Во-первых, будет ли оно согласно куда-то уехать? Если с ним воевать, то не факт, что еще победим, потому что их очень много, их больше, чем башкир. И вообще любая война для новых независимых молодых государств – это смерти подобно. Это сразу же отбросит нас всех на десятки лет назад, и тем самым воспользуется та же самая Москва вновь, этот имперский центр, этими разногласиями, скажет о том, что вот смотрите, как бы им дали независимость, они тут же начали тут землю делить, и как бы ну, не могут они, да, жить отдельно. Конечно, я согласен здесь, что нам нужно добрососедские отношения развивать, экономические отношения развивать. Но вот у нас вопрос есть по, скажем так, Горно-Заводскому району Челябинской области, так называемый аппендикс, да? Это вот Ашинский район, Катав-Ивановский, Саткинский, Златоуст, Кусинский район. Вот этот вот, ну вы, наверное, как челябинец знаете, наверное, да, то есть о чем я говорю. Это вот такой вот врезок, и он прям практически врезается в Башкортостан достаточно глубоко. Вот. Когда-то тоже эти земли входили в Башкирскую республику еще при советской власти. Потом у нас ее как бы отрезали и передали к Челябинской области. Только потому, что там эти заводы, которые там располагались, вот эти добывающие, да, вот эти заводы, они очень тесно были связаны с предприятиями Челябинска. То есть чтобы как бы не разделять вот это вот производство, одно, чтобы находилось в Башкортостане, другое там в Челябинской области, то есть их объединили с Челябинской областью. Вот, и для нас, если честно, опасен вот этот вот, скажем, аппендикс, который очень так глубоко вгрызается, как я сказал, там в территорию Башкортостана, и от границ Челябинской области там до Уфы практически там, ну, чуть больше 100 километров. Рассматриваете ли вы такой вариант, чтобы вот обмена, либо там продажи, допустим, ну, естественно, ни о каком захвате речи не может идти, но вот как это делают цивилизованные страны, там, обмен территориями, или продажа этих территорий, или еще что-то, вот как вы смотрите на это? Или вы все-таки как бы сторонник того, чтобы вот сохранить так, как есть? Ну, конечно, я бы каким-то образом пытался эту ситуацию разрешить, урегулировать. Но здесь проблема в том, что я думаю, что большинство из тех людей, наверное, все люди, которые представляют оппозицию, которые выступают за развал России, они будут наблюдать этот процесс из-за границы, потому что все это будет очень неожиданно и точно так же, как и с Советским Союзом. То есть это произойдет буквально в один момент, когда за год, за полгода до этого никто не будет верить, никто не будет даже догадываться о том, что это произойдет, а произойдет это очень неожиданно. И существует действительно во многих регионах, далеко не только на Урале, риск вот таких вот военных столкновений, особенно если мы говорим про Кавказ. И здесь все зависит, опять же, от того, как будут действовать эти самые региональные элиты. То есть вполне возможно, что кто-то окажется у власти и либо с той, либо с другой стороны, либо даже с обеих сторон, к сожалению, может быть и такое, кто захочет поднять свой рейтинг, опять-таки, за счет вот этих мобилизационных кампаний, за счет того, что нам нужно вернуть эти земли, нам нужно вернуть Великий Урал или Великий
Башкортостан, например. То есть вся вот эта номенклатура, которая будет вести эту пропаганду и спекулировать, ну, по факту работать на Москву, потому что, разжигая конфликт между новыми независимыми государствами, эти люди будут в таком случае просто работать на Москву. Вот. Мне очень хочется надеяться на то, что у власти окажутся мудрые люди, которые будут способны на ведение переговоров, которые действительно окажутся хорошими дипломатами и смогут все эти вопросы урегулировать. Сесть за стол переговоров, заключить соглашение, посмотреть, что будет выгодно для их собственной страны, что будет выгодно для их соседей, и уже решив все эти вопросы территориальные, больше никогда к ним желательно не возвращаться, потому что и заниматься уже строительством своего государства, экономики государств своих, да, сотрудничеством, потому что я здесь абсолютно с вами согласен, что война это абсолютно, она может очень плохо повлиять на дальнейшее демократическое развитие вот этих новых государств. Да, да, я согласен здесь. То есть вы рассматриваете все-таки как, ну, как сторонник Уральской республики, то, что какие-то территории можно все-таки обменять или что-то как-то вот договориться так, чтобы было комфортно обеим сторонам. Да, но это зависит от того, опять же, что будет говорить власть в Башкортостане на тот момент. То есть, если их это устраивает, мы готовы это сохранить. Если они предложат, например, обмен территориями, тоже, в принципе, это можно рассмотреть. Я ничего такого смертельного в этом не вижу. Угу. Тогда вот еще такой вопрос. На сегодняшний момент в России очень активно действует так называемая русская община. Ну и не только русская община, и другие организации, такие как Северный человек, там, да, вот Двуглавый орел и так далее. Вот. Но самая такая активная, конечно же, русская община. И мы видели, что вот достаточно активно они действуют тоже, в том числе и на Урале. Это вот такой вот великодержавный шовинизм, распространяющий, что мы русские, да, все остальные должны быть русскими, там борьба против мигрантов, борьба против мусульман. И это вот насаждается, и это очень сильно меняет сознание людей, особенно русского народа, потому что когда им там каждый день долбят о том, что в голову о том, что они великий народ, что они там всем все дали, всех всему научили, что все остальные должны там уважать, любить русский народ, и если что, вообще быть русскими. И вот. Как вы думаете, сохранятся ли вот эти вот, скажем так, взгляды, да, после того, когда наступит вот это вот час X, большая смута, которая приведет к распаду, и смогут ли они, эти силы, прийти к власти и пытаться как бы вновь, вот, да, вот вы сказали о том, что что Россию можно будет сохранить, захватив власть. Захватить власть можно же не только извне, можно изнутри, то есть как это сделали коммунисты, то есть, да, захватили власть и объединили все те территории Российской империи. Вот. Здесь то же самое, вот эти вот реваншисты, да, сторонники Российской империи сегодняшние, там, сторонники Путина, сторонники этой войны, то есть они очень активно действуют, у них большие отряды, они все занимаются спортом, там, тренируются с оружием в руках, организовывают какие-то рейды, там, по улицам ходят, мигрантов гоняют. Вот я знаю, что как бы, но и их идеи, они благодатно ложатся, да, вот, на почву. Мы помним в Челябинске вот это вот Коркино, да? Коркино, там были вот эти вот конфликты с цыганами. Вот как вы относитесь к таким, или, скажем, течениям, да, вот такие как русская община, таким организациям, и видите ли вы опасность в них? Или они близки вам по духу? Ну, я думаю, здесь уже ни для кого не секрет, что эти организации это по факту часть ФСБ. ФСБ их обеспечивает, можно сказать, всем необходимым, и работают они на благо ФСБ, на благо Москвы. То есть это фактически то, что пропагандирует сегодня Москва. Они полностью вписываются в их идеологию, то есть они пропагандируют вот этот национализм, что русские люди превыше всего, а умирать на войну мы будем отправлять представителей нацменьшинств, тех, кто проживает в нацреспубликах.
Если мы вспомним того же Навального, он ведь по сути проповедовал абсолютно те же самые идеи, выступая на русском марше с лозунгами антисемитскими, открыто абсолютно евреи вон из русского правительства, они там кричали. И сейчас стало, я думаю, очень многим, практически всем стало ясно, что Навальный это был такой проект ФСБшный, финансируемый ФСБ. Потому что начинал он как вот такой мальчик из русского марша, националист, который пропагандировал вот такие вот очень пророссийские установки, очень националистические установки, опять-таки против мигрантов, против населения национальных республик. Вот. И, безусловно, такая опасность есть того, что ФСБ, ну, в виде вот этих организаций, действительно может прийти ко власти. В любом регионе абсолютно. Но я думаю, что точно будут те регионы, в которых ФСБ, КГБ фактически будет уничтожено. Опять-таки, опираясь на опыт стран Балтии, могу сказать, что сделать это очень легко. Для этого просто нужно открыть доступ ко всем архивам КГБ, ФСБ, опубликовать все данные о коллаборантах, о том, кто сотрудничал там, как создавались все вот эти организации, в том числе русская община. И все всем с этим станет ясно и понятно. Вот. Поэтому такие организации, они далеко не обязательно отражают взгляды обыкновенных, ну, скажем так, большинства обывателей Урала, если у них спросить об этом, да. Но если все-таки есть такие люди, они, к сожалению, находятся, они найдутся, я бы охарактеризовал их как меньшинство, потому что русская пропаганда, российская пропаганда, она действует очень активно и, опять-таки, внушает, что вот русские — это самая великая нация, вот, и они каким-то образом выше, чем все остальные, ну, как это внушало КГБ, например, при СССР. Да, к сожалению. Но вообще, я думаю, что они и сами сейчас уже не скрывают, что, да, что они, скажем, проект Кремля, потому что они в открытую, если что, чуть что обращаются к Бастрыкину, жалуются, чуть что сразу жалуются к Бастрыкину, там с днем рождения его открыто поздравляют. Они вместе с, скажем так, с полицией, да, с Росгвардией проводят те же самые рейды. То есть они прямо открыто выступают, что они вот сторонники сегодняшней власти, и что они проект Кремля, я так, ну, думаю, что они это точно не скрывают. Но они мне сегодня напоминают о тех, когда-то при Российской империи, в конце практически последних годах Российской империи активно действовали так называемые черносотенцы, тоже националисты, монархисты, которые там выступали за Российскую империю, устраивали еврейские погромы. Но когда Российская империя развалилась, они очень быстро все сошли на нет и пропали. Вот. Поэтому у меня есть надежда на то, что все-таки власть в Уральской республике, нам очень выгодна Уральская республика, нам она очень нужна. И если мы будем всячески поддерживать становление Уральской республики, чтобы на восточных границах от Республики Башкортостан образовалось именно независимое государство. Вот. И очень не хотелось бы, чтобы чтобы там были вот такие взгляды, там имперские, потому что мы знаем, что очень часто были такие конфликты между башкирами и русскими, вот, которые там презрительно относились к башкирам, там, да, вот, в таком духе. И, конечно же, нам нужно как бы, чтобы наши отношения были, ну, добрососедские, порядочные, как бы, вот. В первую очередь мы заинтересованы друг в друге. И Уральская республика в первую очередь также заинтересована в Республике Башкортостан, потому что мы являемся так называемым буфером между Москвой, да, вот, и Уральской республикой. То есть, если уже будут кого захватывать, то сперва нас, потом вас, до вас дойдут. Вот. Здесь так вот. И последний вопрос, наверное, да, у меня такой. По отношению, вот есть сегодня такие сторонники прекрасной России будущей, так называемая либеральная вот эта оппозиция, которая в лице, вот, ну,
вы уже сказали, там, да, сторонников сегодняшнего Навального, да, то есть сегодняшние сторонники Навального, которые там топят за прекрасную Россию будущего. Ваше отношение вообще к этому проекту? Насколько он жизнеспособен? Сможет ли осуществиться вот этот проект? Или у них нет никаких шансов? Думаю, что с проектом Навального уже и так всем все понятно. И вот такие люди, оппозиционеры, которых более-менее еще так можно назвать, вроде бы у того же Кара-Мурзы, младшего, у него нету особых доказательств его связи с ФСБ, но он, прекрасно зная о том, кто такая Навальная, кто такая Юлия Навальная, кем был вообще Навальный, что был проект ФСБ, он продолжает их поддерживать, ходить там, с Яшиным, они продолжают на все эти марши, но этот проект, откровенно говоря, он не жизнеспособен, и более того, Навальный, он, конечно, был очень выгоден Кремлю своими имперскими установками, всем тем, что он писал. Про него можно сказать даже, что он был фактически на работе у ФСБ, у Кремля. Вот. Поэтому касаемо заявлений там, тех же Яшина, того же Кара-Мурзы, это заявление, безусловно, неадекватное. И, ну, например, смотря на заявление Кара-Мурзы раньше, то есть он все-таки был сторонником санкций против нынешней Российской Федерации, он активно их продвигал, и в том числе за это, кстати говоря, получил срок в самой России. После этого, видимо, с ним была проведена определенная работа спецслужбами России, в том числе, они были там задействованы. Плюс еще, давайте будем учитывать вот это окружение его, конечно, это все дало свои отпечатки определенные. Ну, бывают такие моменты, к сожалению, когда у людей просто что-то щелкает в голове, и вдруг они начинают говорить просто бред. Вот. Но, откровенно говоря, Путин все делает для того, чтобы Российская Федерация в нынешнем ее составе, в нынешних границах, она распалась, чтобы ее просто не было. Я убежден, что в течение вот этих следующих 10 лет Россия распадется. И очень-очень маленький шанс того, что она сохранится при условии того, что мы отпускаем, например, Чечню, мы отпускаем другие национальные республики, мы организовываем такую свою собственную федерацию, где преимущественно русскоязычное население. Да, возможно, в таком плане действительно может что-то получиться. Вот. Но то, что без вмешательства каких-то внешних сил Россия может сохраниться, в это я очень слабо верю. И я верю в то, что всегда там явно будут такие государства, как, например, Север России или Дальний Восток, которые точно будут демократическими. То есть явно какая-то часть из этих государств будет демократическими, которые откроют все архивы, которые учтут опыт стран Балтии. И те люди, которых мы можем считать сейчас такими либералами Путина, да, Собчак, Набиуллину, они могут принимать активное участие в этом процессе и так расчехлиться, да, на полную и взять всю власть в свои руки, и тогда было бы интересно посмотреть, что бы они там сделали, несмотря даже на то, что у них сейчас есть связи с вот этой вот властью, все равно, если Россия, ну, в процессе распада России, вот такие люди, они в том числе будут в региональных элитах, и не секрет, что во многих местах действительно власть перейдет к ним. Ну вот по поводу того, что, конечно, я понимаю, о чем вы говорите, когда говорите о том, что вот можно отпустить только национальные республики и оставить чисто русские регионы, ну, населенные русскоязычным населением, имеется в виду регионы, потому что многие регионы все-таки тоже были колонизированы когда-то, вот, как та же самая Сибирь, да, или Урал, вот, а русскоязычные регионы и объединить их в одно государство. Я смотрел на карту и представлял, когда если убрать все национальные республики и оставить то, что останется, это все равно будет огромная страна-монстр. И, к сожалению, я думаю, что там очень быстро возобладают реваншистские настроения, имперские настроения с попытками вновь говорить о том, что мы великий русский народ с великой историей, у нас свой особый путь.
вот, и нам нужно вернуть все земли обратно, потому что мы как бы империя, вот, и сперва начнут с нас, потом опять перейдут к той же самой Украине, Казахстану и так далее. Это очень такой, скажем так, вероятный, да, очень вероятный сценарий. И я думаю, что все-таки было бы правильно, если бы Россия действительно распалась на несколько десятков независимых государств. И мы знаем, что многие империи распадались и сейчас живут прекрасно. Вот практически вся Южная Америка говорит на испанском языке, с одной культурой, да, с одной религией, с одним языком, но это разные страны абсолютно. Англия, Английская империя, да, Великобритания распалась, и сегодня есть множество государств, разговаривающих на одном и том же языке, с одной и той же культурой, но они все себя считают разными уже народами, нациями. Вот. Я думаю, что если появится нация уральцев, нация сибиряков, нация там на Дальнем Востоке, на юге России, там на севере России, я думаю, что... Но я считаю, что для того, чтобы образовалось вот такое, то, о чем я говорю сейчас, для этого должно быть отдельное русское государство, желательно в пределах, именно тех пределах, откуда они вышли. Соответственно, вот, ну, примерно это пределы Золотого кольца. То есть границы там условные, да, вот, но примерно вот я так вижу, что вот будет отдельно, если русское государство будет, и которое будет, чем захотят, пусть там и занимается, строением там Великой России, своего особого пути и так далее, Третий Рим и так далее, вот, пусть они этим занимаются, отпустив все колонии свои бывшие, вот, и тогда как бы есть шанс действительно, что вот это построссийское пространство, на построссийском пространстве наступит мир и нормальные отношения межгосударственные. Если этого не будет, как я говорю, что если сохранится даже без национальных республик вся эта территория, это будет вновь империя, к сожалению. На мой взгляд, согласны вы или нет со мной? Ну, да, безусловно. Я бы здесь добавил еще то, что даже при условии того, что Россия распадется на несколько десятков разных государств, к сожалению, возникнут и такие государства, которые будут авторитарными. Очень хотелось бы надеяться, что эти государства будут без ядерного оружия, скорее всего так и будет, и они будут далеко не такими опасными, но все равно вот это напряжение в каких-то местах оно будет. Например, скажем, на Кубани. Очень высока вероятность того, что там может появиться какое-то такое небольшое государство, которое назовут себя Российская Федерация, Россия, не знаю, Российская империя, которые начнут формировать свою армию, которые начнут выдвигать территориальные претензии к соседним регионам, странам, да, к Украине в том числе, может быть такое. Но их потенциал, он будет очень небольшой. Вот. И, конечно, в таком случае тоже для этого нужно будет укреплять, развивать свою обороноспособность и, конечно, дипломатию, для того, чтобы уметь их сдержать. Ну и самый последний вопрос тогда, Иван, вот сторонники Уральской республики, я понимаю, что их в самой, возможно, там, в Челябинской области, Свердловской области они есть, конечно же, и память жива о Уральской республике, которая там, да, была, вот, но за границей есть ли какой-то орган, есть ли какая-то там организация, какое-то движение, которое бы вот официально заявляло, потому что я знаю, что есть некоторые телеграм-каналы, которые там прям так называется Уральская республика, продвигают идеи независимости Уральской республики. Насколько вообще много сторонников, это реальных сторонников, которые бы вот именно пропагандировали идею Уральской республики? Вас много таких? Вы как-то общаетесь? Я думаю, что нас достаточно, но, к сожалению, мы очень разобщены, и у нас нет такого же какого-то концентрированного движения, как у многих национальных республик, как у вас, у Башкортостана, как у Татарстана, как тем более у Ичкерии. Вот, да, у меня есть связь с людьми, более того, у меня есть связь с так называемым подпольем, то есть те люди, которые выступают за Уральскую республику,
при этом находясь в России, живя там, в Челябинской области, в Свердловской области. Вот. И, опять-таки, здесь я бы хотел добавить, что для меня очень важен не только сам процесс распада России, потому что он, безусловно, произойдет. Это случится в течение 10-15 лет, может быть, даже 5 лет, кто знает. Но здесь очень важно, для меня важны именно мои взгляды на экономику, на будущее политическое устройство. Потому что если после этого самого распада России есть вполне те люди, сторонники Уральской республики, которые заявляют о себе как националисты или как социалисты, коммунисты, левые. Я не говорю, что с такими людьми не нужно общаться и поддерживать контакт. Конечно, тоже нужно, в какой-то степени это полезно, объяснять им что-то, просвещать их. Вот. Но для меня очень важно либертарианство и то, чтобы мы смогли построить действительно работающую, хорошую экономику, чтобы мы смогли создать государство, не вмешивающееся в жизнь граждан, а вмешивающиеся только тогда, когда это прямо вот совсем необходимо. То есть это безопасность граждан, это какая-то определенная небольшая социальная поддержка, вот, это выплата пенсии, опять же, вот, здравоохранение до какого-то уровня. То есть либертарианство — это вообще очень интересная идея. По сути, вот эта сила государства, она очень минимизирована. Но, к сожалению, очень многие до сих пор, они придерживаются таких идей, что вот точно таких же идей, которых придерживалась буржуазия российская в 1900-х годах, когда на амбразуру толкали большевиков и говорили о том, что с их помощью у нас точно все получится, а потом они как-то магическим образом исчезнут, и мы будем строить здесь белое такое государство, либеральное, буржуазное. Но, к сожалению, этого не получилось. То есть эти люди просто просчитались, и у власти оказались фактически людоеды, красные, коммунисты, которые ухудшили ситуацию просто катастрофически. И нам нужно тоже сделать выводы из этого. Я считаю, что точно такой же трибунал, который был совершен над нацизмом, нам нужно сделать и над советским коммунизмом. Потому что тот же Путин, в том числе на этом трибунале, должен будет присутствовать Путин, его самые активные сторонники, коллеги, потому что Путин — это не причина, это всего лишь следствие вот этого самого советского коммунизма. Вот либертарианцы, ты как либертарианец, но самый главный либертарианец у нас сегодня — это Михаил Светов. Да, но он пропагандирует взгляды прям такие националистические, очень достаточно сильные. И буквально недавно он там высказывал там чуть ли там не поддержку Путину. Он, если не смотрели вы его интервью Ксении Собчак, он там говорил, что Крым — это Россия, что Путин, между Путиным и Зеленским он выбрал бы Путина. То есть человек достаточно такой уже себя раскрыл как сторонник единой неделимой России, как имперец, как такой прям вот русско-шовинистически настроенный человек. Ну, здесь еще стоит понимать, что в абсолютно любом политическом движении, у тех же левых, например, или в том числе у либертарианцев, у консерваторов, есть абсолютно разные взгляды на разные вещи. И даже те же либертарианцы, собираясь, например, в какую-то одну группу или в какую-то партию, пытаясь объединиться, у них далеко не всегда это получается. То есть я, конечно, безусловно, так не считаю. Я считаю, что распад России, это неизбежность, это все равно будет, я это прекрасно понимаю. И моя идея, она как раз таки заключается, либертарианство, я говорю здесь больше про внутреннюю политику, и огромное количество есть либертарианцев, которые не поддерживают Путина, которые против войны, это безусловно, и я пропагандирую именно то, что мы должны делать вот точно такую же шоковую терапию, как она называется, да, так в кавычках, как в странах Балтии, как в Польше, потому что в нынешней Российской Федерации она не была проведена.
были попытки, был Гайдар, которого позднее отстранили от власти, но он не проводил на самом деле никакой шоковой терапии, он просто закрепил официально в законах то, что у нас есть вот такая вот либеральная экономика, но по сути это все уже существовало, и кооперативы, и опять-таки было разрешено по сути предпринимательство, он это все закрепил на законодательной базе, но вот какого-то толчка экономического его, к сожалению, не было. И в том числе поэтому мы имеем то, что имеем сегодня. Ну, на этом тогда будем заканчивать. Спасибо большое, Иван. Я думаю, что это наша будет не последняя встреча. Еще по мере развития событий в России, по мере ухудшения вообще режима Путина, да, то есть он будет приходить к своему логическому концу, мы будем встречаться, обсуждать, да, наши дальнейшие планы будущих наших соседних независимых государств. На этом да, все. Спасибо. Спасибо большое, до свидания. До свидания.